Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Прошлая зима была особенно страшной. В минус 60 замерзало все живое. Собак в ту зиму погибло большое количество. Там и тут были сугробики с уснувшими навсегда хвостиками. Волонтеры как могли спасали, кормили, раскладывали сено. Однажды они увидели отчаянные попытки гладкошерстной собачули залезть на мусорный бак. Жажда жизни, природный ум спасли Багиру. Она научилась залезать по доскам, научилась добывать себе корку хлеба или остатки пищи. Вскоре мы приняли решение забрать Багиру в Москву и подарить девчушке новую жизнь. Багира, Багирушка, ой, какие жопки у тебя молодые. Ой, ты моя хорошая, ты хорошая. Вот эта девочка, вот эта девочка. Ой, какая девчонка. Ой, какая девчонка. Да ты, оказывается, чудо. Ты чудо с помойки. Молодец, ты еще и знаешь, как поводок обойти. Ой, какая красавица. Не сразу и не скоро, но Багире тоже нашлась семья. Сейчас она живет в любви и в тепле. Интересно, помнит ли Багира тот пережитый ужас, когда каждый день, каждый час были борьбой за выживание? Друзья, осенью прошлого года мы показывали вам вот эту семью. Жила мамка с 3 детьми на улице, между гаражей или где-то. Местные жители, кто-то подкармливал, кто-то из детей гонял их. Но в итоге они оказались в ППЖ, где они заболели. Одного забрал кто-то из местных, второй погиб из-за энтерита. А вот девочка Одри с человеческими глазами шоколадного цвета выжила. Когда я впервые увидела этого щенка в ППЖ, я, честно говоря, опешила. Необычный окрас, а глаза просто человеческий взгляд. Началась борьба за ее жизнь. Долго лечилась, в клинике, лежала в стационаре, но мы успели, спасли. Малышка действительно очень красивая, с изумительными человеческими глазами. На мое кураторство она прилетела, находилась на передержке. Мы искали ей дом, семью.
И вот, наконец-то, она счастлива. Она в семье, она любима. Пожелаем ей долгих лет жизни, чтобы все у нее в жизни было хорошо, и чтобы никогда она не вспоминала тяготы и ужасы своего детства. Какие же красивые якутские собаки! Люблю их и восхищаюсь ими. И вот очередной наш спасеныш. Девочки-волонтеры нашли его замерзающего в мороз в декабре, где он пытался укрыться под домом. Тогда еще подростком. Он был выпущен из ППЖ в самые сильные морозы. Как хочешь, так и выживай. Посмотрите, из каких условий мы спасали Асафа. Посмотрите, какая пурга. Минус 55. Он замерзает. Ему что-то кинули поесть. Он с жадностью это съедает. Программа ОСВВ я считаю неподходящей для сурового края. И вот было принято решение забирать его с улицы. Настолько он был хорош. Замерзал, но пытался играть и радоваться человеку. Месяц он просидел у Игоря на передержке в ожидании пассажира. И вот он прилетел на мое кураторство. Прожил также на передержке недолго, как ему нашлась семья. Он живет в Москве, в семье, он счастлив, его любят. И пожелаем ему также долгих лет жизни, счастья, благополучия. Дорогие друзья, мы собрались здесь, объединились и делаем доброе дело. Мы вместе спасаем жизни, дарим смертникам шанс узнать, что такое тепло
вкусная еда и ласка человеческой руки. Они бы погибли, если бы мы не смогли помочь, не смогли спасти. Я благодарю всех неравнодушных сердцем за вашу помощь и поддержку. Будьте с нами, друзья, спасайте с нами и радуйтесь за них, таких красивых и таких беспомощных, без человека созданий.